Башкортостан– это одна из самых красивых республик нашей необъятной России, которая отличается от других своей неповторимой природой, историко-культурными памятниками. Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся на славной Альшевской земле возле памятника великому башкирскому сасену, собирателю фольклора демских, аслыкульских башкир Мухаммедши Бурангулову. Я горжусь тем, что учусь в башкирском лицее, который носит имя Мухаммедши Бурангулова. Хочу рассказать вам об историко-культурном памятнике Альшевского района, о малоизвестных страницах из жизни славного сказителя. Мухаммедши Абдрахманович Бурангулов – первый народный сасен Башкортостана, драматург. Родился 15 декабря 1888 года в деревне Верхнее Ильясово Самарской губернии. Он является автором пьес «Башкирская свадьба» и «Дукай Мурадым». Всю свою жизнь он был собирателем фольклора. В 1910 году студент-шакир Оренбургского медресе Хусаиния Мухаммедшах Бурангулов со слов сказителя Габита Аргынбаева записал башкирский народный эпос «Урал-Батыр». Значение этого события трудно переоценить. Древнее сказание, на протяжении столетий существовавшее лишь в устной форме, впервые было записано на бумаге. Кем был Мухаммедшах Бурангулов и каково значение его деятельности для нас, живущих сегодня? В селе Раевский на пересечении улиц Ленина и Краснобашкирская до сих пор стоит здание старой башкирской школы. В 1934 году ее директором был назначен выпускник исторического факультета педагогического института Зуфар Бурангулов, сын Мухаммедши Бурангулова. В это же время начала работать его сестра Накар, окончившая математический факультет института. Жили они всей семьей на улице Свободы. Чуть позже, в пору жестоких репрессий, Альшевская земля стала пристанищем и для их отца, башкирского сасена Мухаммедши Бурангулова. Тогда никто и не ведал о его величии. Как и все истинные мудрецы, он был удивительно простым и скромным. Мухаммедши Абдрахманович был заучем, вел уроки башкирского языка и литературы, фольклорный кружок, где дети с большим интересом изучали народное творчество демских, аслыкульских башкир, историю деревень, топонимические названия. Мог ли представить гонимый сасен, что спустя 7 десятилетий школу, где работал, будут называть башкирским лицеем имени Мухаммедши Бурангулова? Для участия в торжествах открытия бюста народному сасену из Уфы приехали внук Мухаммедши Бурангулова Ирик Зуфарович, башкирские писатели и фольклористы. Раз в 2 года в лицее проводятся Бурангуловские дни. В 2018 году на очередной форум собрались школьники, учителя, представители районной администрации, приехали поэтесса Гульфия Юнусова, артистка Светлана Хакимова и ученый Фаниль Кузбеков, и правнук башкирского сасена Алексей Бурангулов со своими детьми и племянницей. Вы не представляете, как душа радуется смотреть на то, как люди сохраняют, не все, в своих-то семьях не все сохраняют свое прошлое. Там никто не помнит, как звали бабушек, дедушек. Народ как бы забывает свои корни. А это настолько приятно, настолько волнительно видеть, когда собранное по крупицам сохраняется, это вот показывается. Вот. Я даже не знаю. Огромное спасибо вам. Да, золотыми буквами вписаны в летопись нашего района 4 года учительствования Мухаммедши Бурангулова. Знать историю и культуру своего народа, передавать из поколения в поколение – главная и важная задача каждого из нас.